вам слово. Да. Спасибо, коллеги. Видите, у нас так уже много практических шагов было проделано, и такое живое обсуждение вызывает. Времени, как всегда, не хватает, да, для полноценного обсуждения. Я хочу просто быстро проинформировать, что спасибо коллеги, гоу-консультанты, тренеры, наши коллеги из частного сектора за поддержку первого пилота гоу-модели. Но мы понимаем, что бизнес в Бишкеке, особенно малый бизнес, и бизнес в регионах — это разные вещи. Сейчас в этом году мы будем реплицировать гоу-модель в регионы, и там уже можно будет анализировать, какие есть различия в подходах к рабочей силе, в отношении работодателей. Да? То есть это действительно будут, мне кажется, два разных опыта. Совершенно разных опыта. Бизнес в Бишкеке и бизнес в регионах. Уважаемые коллеги, до того, как мы прервемся на кофе-брейк, я хотела бы предоставить слово, вот, как вы знаете, недавно при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики вновь начал свою работу Фонд развития навыков. И сегодня к нам присоединился Калнур Гельбекович Урмушев, возглавляющий этот фонд. Хотелось бы предоставить возможность ему тоже представить себя, рассказать о планах фонда, возможно, о проекте. Уже Калнур Гельбекович поделился со мной некоторыми мыслями, поэтому слово вам. Спасибо. Ну, наверное, я не буду отвлекать ваше время на того, меня представлять. Не такой уж я интересный человек. Я прокомментирую как человек, который примерно не менее полвека работает в сфере экономики, бизнеса, предпринимательства. Я вот бы хотел отметить, что, к сожалению, вот и господин Вагнер, и другие спикеры не затронули тему потребности рынка. Увы, до меня, увы, по крайней мере, как человека из Советского Союза, мы живем при капитализме, и здесь необходимо любой навык, любую профессию соизмерять и коррелировать с потребностями рынка. Вот здесь правильно отметили про швей или официантов. Но здесь, я думаю, ряд социальных, экономических, ментальных, культурных проблем. Ну, лично я, например, как гражданин, как человек, причем не только Кыргызстан, но вообще, не хотел бы, чтобы какая страна, в том числе и наша, родная, стала поставщиком официантов и прям лидером на этом рынке. Я думаю, что, в принципе, есть для Турции или для России свои источники трудовых ресурсов, а мы могли бы сосредоточиться, и здесь вот сидят вот какой-то лидирующий состав тех людей, которые работают в сфере этого бизнеса, и мне кажется, мы могли бы вот здесь обсудить именно, какие рынки сегодня актуальны, и главное в перспективе. Вот господин Баунов, последующий спикер, отметили, например, важность сферы фабрики или швейной отрасли. Как профессиональный экономист смею заявить, что эти сферы экономики в Кыргызстане уже достигли своего потолка. У нас кризис перепроизводства в этой сфере. Это раз. Во-вторых, ментально. Вот у нас любят иногда говорить, что мы, кыргызы, там, ленивые, вот корейцы, там, в Дунгане, у них прекрасные сады, огороды, а у нас плохие. Я всегда спорю. Надо учитывать ментальность. Дайте этому дунганину и корейцу отару овец где-нибудь на Сыртах, в Тяньшане. Дай Бог, чтобы он сам выжил, а уж баран погибнут. То есть желтая сборка компьютеров, швейная отрасль — это ментально ближе к тем людям, которые как ресинки с детства работали на плантациях риса, скажем. А вот киргизу, который там по этим джайлёв там вырос, ему важнее, наверное, вот более такая размашистая работа, дайте ему китмен лучше. И он так как Шипокова будет выращивать большие объемы свеклы. Вот тут, я думаю, вот в этом отношении, да, мы должны производить кадры для сферы хорики или для швейной отрасли, но надо понимать, что не вся часть общества готова к такому труду. Ну и самое главное, вот здесь я тоже услышал, что вот, мол, эти швеи требуют повышения зарплаты. Это значит, что на этом рынке идет недоплата. Потому что айтишник или там какой-то другой работник другой сферы не требует повышения зарплаты.
Он мчится на контор и пытается туда устроиться, а зарплату не требует повышать, лишь бы сохраниться на этом рабочем месте. Это как раз говорит о сфере, о кризисе в этой отрасли. И это естественно, потому что вот соседний Узбекистан, там кластеры, там производят текстильные машины, там текстильщики, там хлопок, шелк. А у нас же все это вырубили, эти тутовники. У нас съели мериноса. Вот Хорика наша съела барана мериноса, выращенную академиком Лущикиным, и перешли на мясную породу овец. И когда у нас нету Bosch, так маска, нету коммунальной фабрики, нету трикотажных предприятий, нету шелкокомбината и ХБК, говорить о том, что мы должны акцентировать на швейной отрасли, это недальновидно. Тем более, очевидно, сегодня уже мы вставляем... И швейная отрасль такая же. Она действительно, скажем, мы отмечаем, сами отмечаем, что в швейной или в хорике... Я знаю, в швейной хорике 30 лет. Где-то с 91 года мой партнер очень опытный ливанец. Сейчас я уже работаю с его сыном, а ему уже где-то 80-90. И я могу сказать, что эта сфера не наша. Хотя 30 лет работаю, но я предпочитаю принимать на работу. Я эксклюзивный дистрибьютор кубинских сигар в Казахстане, был в Киргизии. Там, если там выйдет сигары, то это либо мои, либо контрабанда или контрафакт. Но я предпочитаю принимать на работу тех людей, которые ментально улыбаться могут, потому что вы сами поняли, только сектор.